Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем дом, пострадавший от соседней стройки. У нас все стекло кухонное, с уличной стороны полностью все разбито. В 6 квартирах выбило окна. Расскажем подробности крупной аварии на улице Островского в Казани. Ну да, сильно, подушки открыли. Оба водителя утверждали, что двигались на зеленый свет. А также прения сторон по делу об убийстве 24-летней давности. Я надеялся вообще направлять, не ошибся, даже стыдно, что я здесь нахожусь. Почему подсудимый уверяет, что все обвинения против него надуманы? Те завистники, те, которые, я не знаю, у которых самих ничего не сложилось в жизни. Это и не только прямо сейчас. Окна в 6 квартирах одного из домов на улице Хади-ат-Ласи оказались разбиты из-за соседней стройки. Все произошло вечером, когда большинство жильцов уже были дома. Людей испугал сильный грохот и звон разлетающихся стекол. Сначала никто ничего не понял. Люди только сильно испугались. Что произошло, выяснилось потом, когда в двери постучали полицейские. Страшно было, да. Внезапно разбившиеся стекла со стройкой сначала, пожалуй, никто не связал. Техника расположена в нескольких десятках метров от дома. Был страх. Потом оценили масштабы. Окна разбиты в 6 квартирах. С 7-го этажа по 1-й, я так понимаю, стекла вот по той стороне. У нас все стекло кухонное, которое вот в лоджии находится, не в самой кухне получается, а там же как балкончик такой. Вот с уличной стороны полностью все разбито. То есть внутренний только стеклопакет остался. У кого-то прям полностью выбило. Кроме стекол пострадали несколько кондиционеров, висящих со стороны стройки. Других повреждений на первый взгляд не было. Что произошло, жильцы дома узнали, когда к ним пришли полицейские. Надо было зафиксировать весь ущерб. Работал бетононасос, и он, видно, проморозился, скорее всего. И видно, что лопнуло, и щебень полетел в окна, и вот разбил вот. По другой версии, шланг бетононасоса не лопнул. После заливки бетона его продували воздухом под большим давлением. И все, что осталось внутри, как раз и полетело в сторону жилого дома. Точную причину случившегося будут выяснять специалисты. Жители же дома надеются, что причиненный ущерб им возместят и в кратчайшие сроки. Рамиль Шайдуллин, Дарья Кореева, Вызов-112. Сотрудники ГИБДД нашли водителя Порше, который в воскресенье вечером снес столб на перекрестке улиц Назарбаева и Петербургская и скрылся с места происшествия. Как оказалось, за рулем кроссовера находилась 33-летняя женщина. Вину свою она признала, теперь ей предстоит ответить за повреждение дорожной инфраструктуры. А за оставление места происшествия суд уже лишил ее водительских прав сроком на 1 год. Один человек, водитель Volkswagen Polo, пострадал в результате столкновения с Kia, а затем и с мачтой освещения на перекрестке улиц Островского и Минульна в Казани. Во время аварии он ударился головой и сильно разбил лицо. Вдаваться в подробности произошедшего не стал, сослался на неважное самочувствие и плохое знание языка. Мужчина иностранец, но дал понять, что двигался на зеленый сигнал светофора, когда в него справа врезалась Kia. Водитель последний рассказал, что на зеленый ехал именно он, а Volkswagen пролетел на красный. Искать правду пришлось сотрудникам госавтоинспекции. Водитель «Фольксвагена» в момент аварии сильно ударился головой и разбил лицо. Просил его не показывать, но в больницу обращаться не стал. Не считал, что травмы требуют госпитализации. Не знаю, у него сотрясение, что не знаю. Водитель Kia и его знакомый рассказали, с водителем «Фольксвагена» сразу после аварии пытались поговорить, но диалога не вышло. Не общается, что-то не понимает, что ли. Они сошлись в одном. «Фольксваген» двигался по улице Островского со стороны Назарбаева. Kia спускалась по Туфана Минуллина от Тихомирного в сторону Спартаковской. И по рассказам водителей, оба на зеленый сигнал светофора. Я не виноват. А второй водитель вину признает? Я не знаю. Я оттуда ехал. Вниз. Он оттуда проехал. Он на красный, да, получается? Да. Kia врезалась в правую переднюю дверь «Фольксвагена», после чего одну легковушку развернула, а вторую отбросила в сторону. И автомобиль врезался в мачту городского освещения, значительно отклонив ее от вертикали. Ну да, сильно, подушки открыли.
Именно подушки, считает водитель Kia, и уберегли его от травм. В Volkswagen они не сработали. Вероятно, автомобиль уже был в аварии, и на их установке при ремонте решили сэкономить. Спор о том, кто из водителей проехал на красный, прекратили автоинспекторы. Они посмотрели записи с ближайшей камеры, выходящей на перекресток, и выяснили, что на запрещающий сигнал светофора выехал водитель Volkswagen. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, вызов 112. Водителя Део Некси, предположительно с признаками алкогольного опьянения, задержали на заправке на улице Гаврилова в Казани. Очевидцы заметили иномарку в районе Советской площади. Поведение ее водителя им показалось странным. Автомобиль вилял из стороны в сторону без видимых на то причин. Автомобилисты тут же сообщили об этом в ГИБДД, а сами поехали за подозрительным автомобилем. Когда Део заехала на АЗС, очевидцы решили задержать водителя и передали его сотрудникам автоинспекции. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Автомобиль принадлежит не ему, он только хотел его купить, и эта поездка была пробной. Теперь за руль мужчина сможет сесть только когда закончится срок лишения водительского удостоверения. Водителя Volkswagen задержали полицейские на улице 2-я Заречная при попытке достать сверток, предположительно с наркотиками, из тайника. Мужчина подъехал к месту, указанному продавцом, но взять в руки сверток не успел. Содержимое тайника изъяли, а водителя передали автоинспекторам. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. 20 лет лишения свободы запросила прокурор во время прений по делу предполагаемого участника ОПГ «Калуга» Динара Мифтахова. Процесс проходил в Верховном суде Татарстана. Мужчину обвиняют в бандитизме и убийстве человека группы лиц, сопряженным с бандитизмом и с целью скрыть другое преступление. Остальные участники криминального происшествия уже были осуждены, а Мифтахов, уверены следователи, скрывался от правосудия. Вы признаете свою вину? Нет, потому что меня говорили, неправда. До начала судебного заседания 57-летний Динар Мифтахов признался, все обвинения надуманные, действительности, описанные там, не соответствуют. Уверял, что никогда не скрывался от правосудия и вину не признает ни в чем. Ему инкриминируют бандитизм и убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном организованной группой, сопряженным с бандитизмом. Поэтому я не участвовал, меня там не было. Это просто те завистники, те, которые, я не знаю, у которых самих ничего не сложилось в жизни. Вот они или от зависти, или от, не знаю, от каких соображений. То, что у меня семья крепкая, бизнес свой был. Мужчина не отрицает, в группировках состоял, как и многие. Такое было время, но ничего криминального, говорит, никогда не делал. Вы вообще когда-нибудь состояли в группировках? Ну, в те времена, в 80-х годах, как все, наверное, как и все молодежные, были эти молодежки. Когда хоккей играли, футбол играли все вместе. Что-то такое мы вместе собирались. По версии следствия, он являлся участником группировки «Калуга». Она образовалась в Казани в начале 80-х в Вахитовском районе на территории поселка Старая Калуга. ОПГ быстро разрослось и через несколько лет поглотило соседнюю группировку «Сквер». Они поделились на отдельные бригады, у каждой был свой лидер. Согласно материалам уголовного дела, между лидерами двух группировок установились напряженные отношения. Тогда калужские решили разобраться со своим конкурентом. Они назначили ему встречу и там избили его до полусмерти, а затем завели заброшенный дом и напали на него уже с ножом. Как гласит обвинительное заключение, за эту вину решили возложить на своего же товарища Игоря Селезнева. В его квартиру подбросили вещи убитого, а самого Селезнева заманили на дачу одного из участников группировки. Там мужчину попытались убить, имитировав передозировку наркотиками, но план сорвался и его задушили. Тело закопали на той же даче. В этом убийстве, как полагают следователи, значимую роль сыграл и Динар Мифтахов. Остальные участники тех событий уже были осуждены, а ему, как считают следователи, в 2012 году удалось скрыться. Нашли его в Казахстане и экстрадировали в Россию год назад. Сам же он отрицает абсолютно все. В интернете говорят, что меня там написали, что якобы меня депортировали откуда-то привезли за границы там, или из другого государства. Это все неправда, это неверно. Протокол можете посмотреть, там, где меня взяли, возле дома меня взяли. Я надеялся вообще оправдать. Мне вообще даже стыдно, что я здесь нахожусь. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. На предыдущем процессе они вынесли свой вердикт и признали мужчину виновным в обоих эпизодах. При этом решили, что подсудимый заслуживает снисхождения за участие в бандитизме. Сегодня прокурор в прениях просил суд отправить его в колонию строгого режима на 20 лет. Адвокаты же просили полностью оправдать своего подзащитного. На следующем заседании подсудимый должен сказать свое последнее слово. Нафиса Минязова, Алмаз Зиаддинов, вызов
112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильные 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.